Павел, добрый день, я вас приветствую. День медицинского работника – это праздник всех, кто находится в сфере здравоохранения. От себя лично и от нашего всего коллектива я поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам успеха в этом нелегком труде. Добрый день, спасибо большое. Трудно переоценить значение медицины в жизни человека и человечества в целом. Как вы считаете, профессия врача – это все-таки призвание или профессионализм? Если мы говорим о профессии, определение профессии, профессия врача – это крайне ответственная и сложная профессия, а быть врачом – это уже призвание. Быть врачом требует от человека высоких моральных качеств. Человек должен быть где-то альтруистом, уметь сопереживать, уметь воспринимать боль других, уметь приходить на помощь, готов пожертвовать многими благами для того, чтобы помогать людям и оказывать эту помощь. Ведь зачастую это и бессонные ночи на дежурствах, это и экстренные вызовы в любое время суток, оперативные вмешательства. Медицинские работники первые, которые встали на преграде и защитили население от пандемии коронавирусной инфекции, не побоялись новых угроз. Быть врачом – это постоянно работать над собой, совершенствоваться, учиться всю жизнь, постоянно проходить квалификации, постоянно уметь повышать свои навыки, уметь работать моторными навыками для ряда врачебных специальностей, таких как хирургия, офтальмология, отоларингология, уметь работать руками. Конечно, это вот комплекс таких навыков. И человек должен быть морально готов, который выберет профессию врача и придет в медицину. Случайных людей в медицине не бывает, поэтому если мы, подводя итоги, конечно, говорим, что это прежде всего быть врачом – это призвание. В советское время медицина была не на высшем уровне, и была нехватка квалифицированных специалистов и оборудования. В том числе в нашем регионе такая же ситуация была. Что поменялось, и поменялось ли что-нибудь вообще? За последнее время кардинально поменялась сфера здравоохранения. Я хочу сказать, что в Чеченской Республике при большой поддержки главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова уделяется колоссальное внимание здравоохранению. Каждый год вводятся в эксплуатацию новые объекты, реконструируются имеющиеся объекты. При поддержке фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадырова, героя России, приобретается постоянно новое оборудование, существенно обновляется материально-техническая база. Я могу сказать, что за последний год сфера здравоохранения под кураторством Хутмат Рамзановны претерпела значительные изменения. Мы улучшили качество по многим показателям, практически вышли в лидеры по ряду направлений. Один из низких уровней смертности населения, самый высокий уровень рождаемости в Российской Федерации, снижение смертности по основным классам причин от болезней системы кровообращения. По итогам 2022 года нам удалось сохранить свыше 640 жизней по сравнению с 2021 годом. И тенденция снижения смертности сохраняется. Прежде всего, это вклад всего медицинского сообщества Чеченской Республики в такое дело, потому что, начиная от раннего выявления заболеваний в поликлиниках, по месту жительства, заканчивая маршрутом пациента в стационары и оказанием ему высокотехнологичной специализированной помощи по ряду направлений. И эта тенденция продолжается в 2023 году. Сегодня очень интенсивно развивается здравоохранение республики. Постоянно приходят новые кадры. Только по итогам 2022 года 60 человек вернулось после прохождения ординатуры по различным специальностям, в том числе и врачи узких специальностей. В этом году также более 60 человек мы ожидаем, что придут в ряды наших сотрудников трудиться в учреждения здравоохранения, и существенно укрепится кадровый потенциал. И
повышается качество оказания медицинской помощи, потому что наши медицинские работники трудятся в соответствии с принятыми стандартами и клиническими рекомендациями. Поэтому сейчас, бесспорно, это отмечают и федеральные эксперты, что существенно улучшилось качество здравоохранения в Чеченской Республике. Сегодня к нам за опытом приезжают многие регионы, чтобы по ряду направлений перенять наш уникальный опыт, который признан по некоторым направлениям лучшим в России. Есть к чему стремиться, есть дальше, какие сферы мы будем развивать. Поэтому я надеюсь, что с каждым годом сфера здравоохранения будет только укрепляться и улучшаться качественное оказание медицинской помощи. Вы можете назвать самое большое достижение за последний год? Самое большое достижение за последний год – это снижение смертности от болезней системы кровообращения. Ведь для нас важно сохранить жизни каждого жителя республики. И когда снижение смертности в трудоспособном возрасте, снижение смертности от болезней системы кровообращения позволяет продлить качество жизни, позволяет увеличить среднюю продолжительность жизни. Таким образом, что у нас средняя продолжительность жизни одна из высоких в России. И для нас сохранение жизни каждого нашего жителя является приоритетной задачей. Я считаю, что это самое большое достижение. Ну и, конечно, в плане, если мы говорим в технологическом плане, то открытие современного отделения скорой помощи при Республиканской клинической больнице. Такого отделения нет на Северном Кавказе, нет в южных территориях России. Это отделение позволяет проводить дифференциальную диагностику и сразу же при поступлении пациента оказывать всю необходимую медицинскую помощь. То есть здесь сразу же осмотр мультидисциплинарной команды врачей и специалистов по разным направлениям и непосредственно маршрутизация уже в профильное отделение. Но при этом человек сразу же получает всю необходимую помощь. Также я могу сказать, что сейчас развивается у нас онкологическая служба, у нас появилось оборудование, тоже очень уникальное оборудование, это аппарат для брахитерапии, который начал работу, то есть что позволяющий лечить опухоли, применять лечение новыми методиками. У нас укрепилась служба анестезиологии и реанимации. Сегодня налажен мониторинг над всеми отделениями реанимации в районах. То есть при Республиканской клинической больнице есть единый центр диспетчерский, который мониторит деятельность пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации. Улучшилось оказание экстренной медицинской помощи. По ряду направлений тоже улучшилось качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи. По прошлому году мы достигли всех показателей региональных проектов в сфере здравоохранения. Приобретено и используется активно медицинское оборудование. У нас сейчас уже заработала нейронавигация, новые возможности открывая перед медициной проводить тромбоэкстракции при ишемических инсультах из головного мозга. Тоже до конца года тромбоэкстракции у нас будут применяться в Чеченской Республике. Это и новые технологии. Конечно, мы не стоим на месте, мы постоянно что-то внедряем. Любое пожелание, которое высказывается экспертами, оно принимается и в кратчайшие сроки внедряется. Хочется сказать про наш уникальный опыт передвижной диспансеризации, мобильной диспансеризации, которую мы в теплое время года организуем во всех муниципальных районах Чеченской Республики. Это мобильные комплексы, и флюорографы, и маммографы, и надувные модули, в которых размещаются свыше 30 врачей-специалистов, позволяет именно провести качественное обследование, профилактический осмотр, взять на диспансерный учет всех обратившихся. Особенно мы уделяем внимание тем людям, которые 2 и более года не пришли в поликлинику. Задача
мобильной нашей диспансеризации как раз привлечь тех людей, которые по каким-то причинам не смогли прийти в поликлинику. Она доступна, практически приближена к жителям населенных пунктов, в том числе и проводится в труднодоступных и горных населенных пунктах. И в этом году мы видим, что в 2 раза у нас увеличился охват этой диспансеризации, и люди очень активно приходят, выявляемость у нас улучшилась, число людей, которых мы впервые взяли на диспансерный учет, также возрастает. С каждым из них мы дорабатываем, стараемся доводить до наших ведущих учреждений, чтобы пройти, чтобы люди могли дообследоваться и уже установить диагноз. В случае необходимости выполнить оперативное вмешательство или отправить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. У нас в регионе и по всей стране в целом все больше открываются платных частных клиник. Как вы считаете, это является тем, что государственные больницы не справляются с поставленной задачей или как? Отнюдь это не связано. Наши учреждения государственные, они великолепно справляются со своими возложенными задачами. Развитие частной медицины, особенно крупных клиник, наоборот, создает здоровую конкуренцию в медицине. Мы сегодня видим на примере клиники Аймед, семейной клиники Аймед, которая также работает в системе обязательного медицинского страхования по некоторым направлениям и имеет необходимое оборудование в целый широкий спектр и помогает нашему здравоохранению по ряду направлений. То есть, наоборот, получается, когда есть в тандеме работает учреждение здравоохранения и государственные, и крупные центры, мы делаем общее дело. Поэтому какие-то функции берут на себя они по маршрутизации, какие-то функции берем на себя наших ведущих учреждений. И это великолепно распределяется, разгружает поток, не создает дополнительных очередей. И, конечно, каждый должен заниматься своим делом, каждый должен занять свою нишу. Я считаю, что есть к чему стремиться. Это абсолютно нормальная ситуация, когда на высоком качественном уровне крупные центры, вот, такие как Аймед, да, у нас в республике, готовы прийти, помочь населению, помочь здравоохранению в целом. Ну, также в народе говорят, что все хорошие врачи, они теперь уже работают в частных клиниках. Это тоже сегодня ситуация кардинально изменилась. У нас в государственных учреждениях работает очень много высококвалифицированных специалистов. Практически все главные внештатные специалисты по направлениям, по ключевым, они работают в государственных учреждениях, подбирают себе квалифицированную команду. И мы постоянно проводим конференции, образовательные форумы, семинары, постоянно обучаем наших врачей. Только совсем недавно мы провели съезд фтизиатров Российской Федерации, крупнейшее мероприятие, которое собрало свыше 1000 человек в Грозном со всей территории России. Сюда приехали ведущие спикеры. И, конечно, наш опыт стать территорией, свободной от туберкулеза, он транслировался на все регионы России. И лучшие эксперты нам предложили решение этой проблемы. Да, мы постоянно занимаемся образованием наших сотрудников. Прошел совсем недавно большой трансфузиологический форум. Это конференция, связанная с донорством, с переливанием крови. Российский форум трансфузиологов собрал также представителей всех регионов Чеченской Республики. Развитие службы крови, также у нас приоритетная задача. Только свыше 10 тысяч литров по прошлому году удалось заготовить крови. Сейчас идет активное формирование, развитие донорства костного мозга, идет формирование регистра доноров костного мозга, и есть желающие в этом направлении, готовые стать донорами костного мозга. То, что
сегодня благодаря применению компонентов крови мы спасаем многие жизни, и с развитием клинической медицины, научных направлений компоненты крови все чаще применяются в различных специальностях. Это мы видим и для лечения неотложных состояний, снабжения практически по всем нашим учреждениям. Поэтому мы укомплектовались хорошо в первичное звено. И Федеральное министерство здравоохранения Российской Федерации отметило тоже, что приток квалифицированных кадров пришел в нашу республику, потому что учеба была пройдена на ведущих базах, при ведущих медицинских вузах столицы, да, при ведущих медицинских вузов крупных российских городов. И отрадно, что, как я уже сказал, порядка 60 специалистов ежегодно возвращаются в Чеченскую Республику, именно получив лучшее у педагогов, лучшее у наставников, попадают к нам в учреждения, за ними закрепляются наставники. У нас также в республике работает система наставничества. Мы регулярно проводим совещания, семинары и разъясняем, как правильно нужно работать, чтобы избежать врачебных ошибок. Потому что, еще раз, вот мы коснулись проблему, да, врачебной специальности. Врач не имеет права на ошибку. Это огромная работа с человеческим организмом, требует познаний в разных сферах. Потому что сегодня нужно принять врачу вовремя, своевременно правильное решение. А для этого он должен владеть всеми протоколами необходимыми, владеть познаниями, знать наличие лекарственных препаратов, да, и суметь правильно их назначить. Мы видим, что лекарственное обеспечение в республике существенно улучшилось за последние годы. Практически по всем необходимым группам лекарственных препаратов имеются аналоги, которые мы можем заменить. У нас нет препаратов, которые вот совершенно там отсутствуют, групп препаратов. Есть всегда вариант, чем заменить. Это очень важно, потому что люди не понимают, требуют зачастую там выписать конкретный препарат. Но сегодня все регламенты, да, мы должны, есть очень много аналогов препаратов с аналогичным действием, которые ничуть не хуже заявленного там какого-нибудь определенного препарата. Поэтому мы должны понимать, лечить нужно тем, что есть в наличии, и тем более препараты действуют ничуть не хуже, а зачастую лучше, чем вот требует, например, пациент. И все врачи проинструктированы, постоянно работают над собой. Мало того, что вот сейчас после пандемии COVID очень активно проходят очные мероприятия, они участвуют, мы их направляем и приглашаем к себе экспертов, и проводим мастер-классы по ряду направлений. Внедряем новые методики, новые технологии, которые тоже нам позволяют. Много очень планов, и мы надеемся тоже, что продолжим образовательную работу. Поэтому абсолютно безосновательно сейчас думать, что уровень квалификации врачей он очень высокий сегодня в республике. Если к нам опять же, при обмене опытом, за нашими лучшими практиками идут люди из других регионов, врачи, и спрашивают, почему у вас это получилось, да, что нужно для этого сделать, учатся у наших врачей. И мы на этом не останавливаемся, потому что образование, квалификация медицинских кадров – это одно из приоритетных направлений, в том числе и нацпроекта. И мы в отрасли отрадно, что находятся люди, которые вот именно по своему убеждению готовы именно к такой серьезной профессии идут в медицину. Что требуется от наших граждан? Что требуется от жителей республики? От жителей республики требуется один раз в год посетить поликлинику. Потому что при посещении поликлиники обязательно он пройдет смотровой кабинет, где будет проведен визуальный осмотр, осмотр подмышечных, подчелюстных лимфатических узлов, осмотр молочных желез, осмотр кожных покровов. Да. Также жителей направят на флюорографический скрининг. Флюорографический скрининг
способен выявлять свыше 20 заболеваний органов грудной клетки, которые клинически никак не проявляются. И он пройдет маммографию. И если там будет какое-то узелковое образование на начальной стадии, которое клинически себя никак не повлияет, но оно великолепно лечится, и, соответственно, мы сможем продлить годы жизни пациенту без каких-то сложностей, да, без ущерба для организма, без применения калечащих оперативных вмешательств. Поэтому все здоровье в руках граждан. Я хочу обратиться, помогите медицинскому сообществу, сделайте первый шаг навстречу своему здоровью, придите в поликлинику, пройдите профилактический осмотр, приведите своих близких, потому что вы должны быть в ответе не только за свое здоровье, но и за здоровье близких. Ведь зачастую мы должны помочь нашим родителям именно прийти в поликлинику, сделать этот шаг, пройти этот медицинский осмотр. Ведь 20-30 минут затраченного времени может стоить жизни, спасенной жизни. Вот это очень важно понять и объяснить всем, потому что не все зависит от медицинских работников. Когда поступают пациенты с запущенными заболеваниями, которые 10 лет, 5 лет не приходили никогда в поликлинику, где-то скрывались от врачей, игнорировали посещение, да, врача. У многих это страх, да. Вот этот страх, он потом оборачивается тем, что, к сожалению, когда будет установлен диагноз, уже методики все будут исчерпаны, и мы не сможем помочь этому человеку. Ведь бояться не стоит, я уже говорю, чем раньше мы выявим заболевание, любое заболевание, будь это онкологическое заболевание, будь это заболевание, ишемическая болезнь сердца, неврологическое заболевание какое-то, да, мы можем предупредить его дальнейшее развитие или назначив профилактический курс лечения, да, регулярно проводя курсы терапии, тоже положительно сказываются. Например, если мы говорим об заболеваниях сердечно-сосудистой системы, у людей не повышается артериальное давление, качество жизни, исключено развитие инсультов, инфарктов на фоне нормального давления и правильного питания. Поэтому вот это самое важное, прийти в поликлинику, пройти медосмотр. Ну и, конечно же, немаловажный аспект – это ведение правильного, здорового образа жизни, исключение вредных привычек, естественно, это и курение, и алкоголя, это ходьба, здоровая ходьба. Каждый человек должен знать, что он должен не менее 10 тысяч шагов ходить ежедневно. Взрослый человек должен заниматься физической активностью. И правильное питание, соответственно, побольше овощей, фруктов в рационе, да, и меньше жареной, жирной пищи, да, не переедать, соответственно, есть в меру дробное деление суточного рациона. То есть это очень важно. Сегодня у нас действуют корпоративные программы в различных организациях, муниципальные программы по поддержанию здорового образа жизни. И вот задача донести именно людям, чтобы они вели здоровый образ жизни. Чем больше людей у нас будут приверженцы здорового образа жизни, мы сформируем именно популяционное сохранение здоровья. То есть у нас уже мы говорим о глобальном общественном здоровье, которое позволит именно появление людей с небольшими факторами риска, у которых их не будет, да, вовсе, такие как избыточная масса тела, курение, повышение артериального давления, эти факторы риска, неправильное питание, они уйдут, если люди будут вести здоровый образ жизни и облегчат, конечно, работу врачам. И вот наша задача, чтобы донести это до каждого, чтобы в каждой семье, да, люди знали, что можно прийти в первичное звено, в поликлинику и бесплатно, абсолютно бесплатно пройти профилактический осмотр, пройти обследование. И если необходимо, вам назначат лечение, госпитализируют в учреждение. Сегодня у нас работает очень хорошо служба скорой помощи, своевременный доезд. Да, это если мы говорим об экстренной патологии, 20-минутный доезд, он соблюдается. Соответственно, маршрутизация пациентов соблюдается, и необходимые
стандарты оказания скорой помощи. Наш единый диспетчерский центр, тоже он достаточно эффективно работает, и улучшение помощи на догоспитальном этапе тоже позволяет сохранять нам жизни. Но не все зависит от работы нашего медицинского сообщества. Первый шаг прежде всего должен сделать пациент. Да, как говорится, хочешь помочь своим близким, сперва помоги себе сам. Есть такое понятие медицинский туризм. Раньше жители нашей республики выезжали на лечение в соседние регионы. Как сейчас обстоят дела с этим? Медицинский туризм сейчас это новое принципиальное направление, которое очень активно развивается. Это получение именно медицинских услуг жителями других территорий, которые стремятся прийти, получить уникальную услугу, либо которая отсутствует, да, в другой территории, либо которая выполняется на качественно другом уровне, да, в том числе и с применением современного оборудования. Мы видим, что Чеченская Республика в последнее время по многим направлениям развивается и является лидером, да, в том числе и по темпам экономического прироста, по развитию туризма. В регион постоянно приезжают разные туристы из разных регионов и стран, да, и видя то, что сегодня здравоохранение встает на качественно другой уровень, да, что республика именно в позитивном плане занимает лидирующие места по многим направлениям медицины, конечно, это открывает перед нами новые возможности, то есть именно в развитии медицинского туризма. У нас уже определен перечень медицинских организаций, которые будут задействованы как раз в развитии туризма. Это и наши ведущие учреждения, больница скорой помощи, республиканская больница имени Ханбиева, это республиканская клиническая больница имени Пиндиева, это госпиталь ветеранов войн, это и крупнейшая семейная клиника Аймед. То есть это наши ключевые учреждения, в которых мы планируем развивать направления, которые, например, оказываются только в рамках на Северном Кавказе у нас, да, и люди, учитывая, что здесь небольшое расстояние, наличие современной базы учреждений, наличие хороших условий, да, медицинского оборудования и квалифицированных кадров, доверят свое здоровье, доверят проведение сложных манипуляций нашим врачам, и это направление будет развиваться. Соответственно, это возможно и привлечение оказаний по ряду высокотехнологичной медицинской помощи, то есть привлечение как средств с обязательного медицинского страхования с других регионов по межучрежденческим расчетам. Это и личные средства граждан, которые готовы заплатить за качественную оказанную услугу, да, получить в комфортных условиях на современном оборудовании. Действительно, это новое такое перспективное направление, которое также мы настроены развивать. И попадая, например, в тот же стационар, где есть у нас отделение скорой помощи, где он сразу же получит всю необходимую там помощь, быструю маршрутизацию, поставят диагноз, поместят в комфортные условия. Или по ряду направлений, которые оборудование у нас приобретено, аналогов которому, например, нет на Кавказе. Да? Это и энтероскопы есть в республике, которые позволяют смотреть тонкий кишечник и выявлять заболевания тонкого кишечника. В ряде регионов даже нет такой методики, а у нас в республике есть. Тоже вот аппараты брахиотерапии, то, что и выполнение качественных лучевых обследований и современные аппараты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, соответственно, наличие ПЭТ-КТ, да, позитронной эмиссионной компьютерной томографии в регионе открывает новые возможности. Это сильные стороны нашей медицины. И я могу сказать, что с каждым годом работы этих сторон становится больше. Да? Мы для себя ищем те уникальные направления, по которым мы готовы помочь, готовы весь свой потенциал реализовать и привлечь максимально жителей других территорий.
И когда к нам приезжают гости, когда к нам приезжают врачи-специалисты, они видят, да, уровень подготовки наших врачей, они видят нашу материально-техническую базу, соответственно, они рассказывают про республику, и люди обращаются и готовы к нам приезжать. И я думаю, что этому направлению в ближайшие годы будет уделено самое пристальное внимание, потому что есть точки роста конкретно в здравоохранении, да, это нужно развивать, нужно привлекать людей в регион, привлекать дополнительные средства, это плюс для развития в целом субъекта. Поэтому за медицинским туризмом это будущее. Павел, как вы считаете, что самое главное в профессии медицинского работника? Профессия медицинского работника – это прежде всего и, я считаю, комплекс качеств, которыми должен обладать врач. Это и гуманизм, это и возможность к самопожертвованию, сопереживанию к другому человеку. Это и профессионализм, постоянное повышение знаний, постоянная работа над собой. Ведь чтобы стать врачом, это нужно 6 лет обучиться в медицинском вузе, 2 года пройти ординатуру и на протяжении всей профессиональной жизни постоянно проходить учебу, постоянно работать над собой, постоянно много читать, быть готовы в ущерб своей семье, в ущерб каким-то своим личным интересам посвятить себя работе. Потому что для того, чтобы помочь людям, и мы знаем, что согласно 323-го федерального закона все выпускники медицинских вузов дают клятву врача России. Клятва врача России, она дается в торжественной обстановке и означает то, что врач готов помогать пациентам, приходить на помощь, всегда будет уважать своих учителей, своих коллег, уважительно относиться как к пациентам, так и к коллегам, и всегда будет готов оказать помощь, несмотря на любые факторы. Для врача не существует выходных дней, отпусков, где бы он ни находился. Он обязан оказать помощь 24 часа, 7 дней в неделю. И когда люди выбирают медицину, они идут осознанно. Я еще раз повторюсь, что случайных людей в медицине не бывает. Это здоровье людей, это наше будущее, это будущее России. Потому что от того, насколько мы сохраним здоровье наших граждан, мы будем иметь здоровый потенциал, у людей будут рождаться здоровые дети, соответственно, Россия будет развиваться, и страна будет только крепнуть. Поэтому от медицины много что зависит. И, соответственно, в преддверии праздника я хочу поздравить всех медицинских работников Чеченской Республики, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, ставить перед собой новые амбициозные задачи, достигать их и знать, что ваша работа направлена на благо пациентов, на сохранение их здоровья. Постоянно совершенствуйте себя, относитесь ответственнее к своей работе, позитива в вашем нелегком труде и удачи во всем. Павел, спасибо вам за то, что вы нашли время. Спасибо вам за вашу нелегкую работу, и я вам желаю побольше благодарных пациентов. Спасибо большое.